Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». В прошлой части, которая была посвящена этой теме, мы с вами взяли пробы, запаховый след с моей перчатки, а также с образцов крови. И сегодня тот день, когда уже мы будем проводить исследования. И Михаил сейчас расскажет, что за зал, где мы находимся. Так, здравствуйте, уважаемые зрители. Значит, в настоящее время мы находимся в зале исследования. Значит, именно здесь происходит исследование запаховых следов человека с помощью собак-детекторов. Значит, и хотел бы я вам сразу ознакомить. Значит, в прошлом выпуске, позавчера, мы с Руслана взяли перчатку, получили запаховую пробу перчатки. И с этой запаховой пробы мы, значит, помещаем как исследуемый объект. То есть задача собак-детекторов и экспертов ответить на вопрос, имеются ли на данной перчатке запаховые следы Руслана. И то же самое нам Руслан предоставил кровь, сам расписался, как вы помните с прошлого выпуска. И также была получена запаховая проба для сравнительного ряда. Значит, если вкратце, можно сюда объясню. Значит, сравнительный ряд состоит у нас из таких же перчаток, взятых у 5 разных людей. Такие же запаховые пробы мы получили у 5 разных людей. Также присутствуют 3 лица контрольной группы, крови лица контрольной группы, которые будут, среди них искать тебя. То есть собаки-детекторы в этом ряду будут искать тебя. А далее, как все будет это происходить, будем объяснять, когда уже придут собаки-детекторы. Ну что, прежде чем сюда зайдут первые собаки, сейчас эксперт Ксения Глотова должна подготовить запаховые пробы. И вообще какой процесс подготовки? Роль руководителя — составить схему по этограмме и расставить запаховую пробу в ряд. Угу. То есть есть какая-то система или это вообще... Да, есть система, есть система. По методике схема, да, по правилам. Хорошо. Это понятно, что это дело такое очень тонкое, и мне вообще, наверное, не стоит прикасаться, потому что первый этап собаки должны будут определить именно мои запаховые пробы, соответственно, я вообще не должен прикасаться. Поэтому мы сейчас Ксении предоставим время, чтобы сделать свою работу, и подготовить. Хорошо? Угу. Это запаховые пробы для собак. Которые они будут нюхают. Да, это вспомогательная проба, это ваш образец. Так, сейчас я разместился за столом эксперта. Ксения будет все фиксировать, а Михаил уже привел первую собачку. Так, уважаемые зрители, значит, перед вами карело-финская лайка. Зак Угунц II, у него полное имя. Приехал к нам с Верхнеколымска и уже работает сколько? 5-й год работает. 5-й год. И сейчас начнем, непосредственно исследование. Первый этап исследования, проверять будем собаку на аттрактивность, на привлекательность, на наличие запаховых помех для данной собаки. Если данные помехи будут установлены, то будем устранять на месте. Если бывает такое, что в исследуемом объекте, когда собака реагирует и очень сильно привлекает исследуемый объект, то в данном случае применение этой собаки на данный исследуемый объект не предоставляется возможным. Приходит другая собака. Поэтому чтобы получить достоверный результат по исследованию,
Первые 2 проводки, они будут тестовыми. То есть будем проверять собаку на работоспособность, а также на наличие пахучих помех в сравнительном ряду. Значит, вот это вот вам уже рассказали, да? Это вот называется сравнительный ряд. А вот где собаку будут вести непосредственно поиск. Так, закончили. С каждой собакой вот приходится вот так вот, ну, ее настраивать на работу, успокаивать. Здесь собаки с разным темпераментом характера. Ну, Зак один из самых спокойных у нас. Он приходит, его максимум нужно вот так вот. Тактильно, маленько. Потрогать, да, подготовить, и все. То есть он по большому счету готов. Мы не начинаем, когда собака не готова, соответственно, потому что это, возможно, ну, повлияет на результат. Поэтому мы терпеливо ждем, когда собака настроится на работу. Ну, я вот сейчас смотрю по поведению. Зак уже готов, по большому счету. Небольшое внимание испытывает по отношению к тебе, а так, в принципе, он готов. Зак. Все, мы готовы. Когда собака возбуждается, да, ну, допустим, она успокоилась, и в какой-то момент резко возбуждается. По новой нужно с ней опять тактильно посидеть, успокоить. И поэтому вот почему со слабой психикой собаки здесь непригодны. То есть они могут в любой момент на этапе исследования, ну, то есть сорваться, по большому счету. Поэтому у нас со стойкой психикой. Какой реакции? Вот так вот, грубо говоря. Ну, это так, вкратце. Ну все, поехали. Значит, мы сейчас будем искать, будем нюхать кровь лица контрольной группы. И будем по ходу движения, собака будет обнюхивать исследуемый объект перчатки и твою кровь. Слушай, видно, что он уже готов, да, к работе? Ну, да. Зак, нюхай. Хорошо, молодец. Первый раз, когда собака ознакомливается с запаховой пробой, и нюхает 3 раза, как минимум. Нюхай. Также я наблюдаю, насколько она активно нюхает, насколько она готова к поиску. Хорошо, молодец. Чтобы тогда привлечь внимание, некоторые собаки обманом нюхают. Ну, то есть хитрят. Бывают различные лайфхаки. Нюхай. Ну, она вот сейчас активно нюхает. Хорошо, молодец. Ну, в какой-то момент мы можем не давать поощрения, чтобы она еще активнее нюхала. Ну, то есть это такие наши лайфхаки. 7 слева. 7 собака слева. Нюхай. Хорошо, молодец. Вот сейчас собака нашла искомый объект, то есть кровь вот этого вот гражданина, который нюхали. Контрольный, да? Ну да, то есть эталон. То есть я понимаю, что собака находит. И пронюхав исследуемый объект, а также кровь проверяемого лица, никакой реакции не было. То есть это мне говорит о том, что у собаки на данный момент пахучих помех нету в ряду. Но чтобы удостовериться, мы это повторяем еще один раз. Сейчас Ксения переставит запаховую пробу в ряду и будем идти уже с другой стороны. В некоторых случаях тестирование проводится в 3 проводки. Когда есть несколько исследуемых объектов, схожие по своей структуре, тогда ряд увеличивается. И чтобы собаке дать возможность ознакомиться со всеми запаховыми пробами, мы, значит, бывает, что 3 раза неправильно пробуем. Ну, сейчас собака спокойна, никакого волнения, ажиотаж не создает, то есть возбуждения Что нет. сосредоточено, да? Да, возбуждения нет. То есть Ну, кстати, у собак тоже свое настроение бывает, да? То есть естественно. Это вот в отличие от других видов экспертиз, вот эта экспертиза, она уникальна тем, что вот приборы, детекторы,
Они живые, у них есть свой характер, свой темперамент. Они хотят точно так же, как и по большому счету люди, могут отказаться от работы. То есть в отличие, уходят в отпуск, уходят на больничный. То есть в отличие от нас, они в отпуск уходят, когда захотят, по большому счету. Но обычно интересует людей, насколько долго они отдыхают. У всех по-разному, в зависимости от породы собак. Допустим, лайки, они вот замечено, что в весенний, осенний период, когда идет перемена климата, да, перемена погоды, у них там охотничьи инстинкты включаются, и все, они перестают. Они здесь обманом бегают, ну, видно, что хитрят. Все, в отпуск. И буквально через 3-4 дня проверяешь, нет, неделя, 2. И потом максимум они у нас месяц отдыхают. Вот. Поэтому для нашей экспертизы именно вот важна, помимо всего прочего, важна поголовье собак. То есть у нас их минимум должно быть 9 для получения допуска, а такое определенное количество – это 18. Ого. В настоящее время у нас 11. Также планируем дальнейшие закупки, дальнейшие поиски. Нюхай. Хорошо, молодец, хорошо. 5 справа. Так, опять справа. Нюхай. Хорошо, молодец, молодец. Пойдем. Молодец, хорошо, пошли. Так, сейчас мы убедились, что таких помех нет для собаки в данном ряду. Мы уже приступим непосредственно к поиску. То есть мы сейчас будем... Претензий же нет? Нормально все? Ложных сигналов нет, не отвлекается. Мы сейчас будем искать вас. То есть она будет нюхать вашу кровь и должна дать сигнал на перчатки. Но там у нас 2 образца, да, будет? То есть Там и кровь- получается исследуемый объект, ваша перчатка и ваша кровь. Вот ваша кровь в ряду, она служит эталоном, то есть контроль. То есть если она пробегает эталон, то есть это либо с собакой что-то не так, либо с запаховой пробой что-то не так. Запах, летучие вещества не фиксируется глазами, поэтому мы не можем понять, какой концентрации в данной банке запаховой пробы. Мы ориентируемся строго по собаке-детектору, по его поведению. Зак, мы учились, я вот вместе с ним ездили в Москву, и в Москве мы там проходили стажировку. В течение месяца он там учился, первоначальную подготовку он там прошел. То есть, когда мы только-только открывались, московские наши коллеги пригласили нас к ним вместе с собаками и непосредственно учили и нас, и собак заодно. Далее мы прошли эту стажировку и в дальнейшем уже здесь, непосредственно на месте, подготавливаем собак. Почему кинологи не используют лаек, да? Хотя у них обоняние просто, скажем, феноменальное. У них инстинкт охоты очень сильно мешает им. Допустим, они пойдут по следу и учуют там, скажем, мышку или какого-нибудь зверька, и могут уйти по этому зверю. Только по этой причине, то, что у них охотничьи инстинкты преобладают, кинологи не используют лаек. А здесь, в зале исследования, ничего, кроме банок, по большому счету, не мешает. Вот почему у нас занавешены шторы, чтобы там, не дай бог, там птица не пролетела, чтобы он там не отвлекался и так далее. Некоторые собаки очень сильно отвлекаются на звук, когда начинают лаять, там, дратхар особенно. С лайками пока нормально. Итак, приступим. Значит, непосредственное исследование. Будем нюхать кровь проверяемого лица и искать его запаховые следы на исследуемом объекте. Нюхай. Хорошо, молодец. Нюхай.
чтобы проверить, отвлекается ли он на колбасу или нет, иногда приходится делать вот такие вот движения. Нюхай, нюхай. Собака должна взять поощрение только когда я беру банку. Хорошо, молодец. Это важно при подготовке. Сейчас для него это особо не важно, потому что он знает, что как делать. Нюхай. Хорошо, молодец. 6 слева. 6 слева. Нюхай. Зак. Буду начинать сейчас торопиться. Нюхай. Исследуемый. Хорошо, молодец. Первый раз на исследуемом не кормим, чтобы понять, реально он нашел или просто сигнал дал. Нюхай. Колон. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. То есть сейчас произошло что? Значит, собака, детектор, пронюхав кровь проверяемого лица, то есть вашу, пошла по кругу и встречала запаховые пробы, собранные с крови лиц контрольной группы, с перчаток лиц контрольной группы, и на вашей перчатке дала сигнал. Ну, вы сами видите. И следующий сигнал – это кровь. Почему мы не поощрили на перчатке, да, в первый раз? Потому что, бывает такое, что собаки начинают хитрить и ложные сигналы давать. То есть, чтобы мне убедиться, что это был не ложный сигнал, я его не кормлю. Он дал сигнал, все. Если мне второй раз он даст сигнал, то есть она сейчас сама себя должна подтвердить. То есть, если на перчатке еще раз даст сигнал, то есть я буду уже уверен, что данная собака реально находит ваш запаховый след в вашей перчатке. Понятно, да? И помимо всего прочего, одной собаки для положительного ответа недостаточно. Нужно как минимум 3. То есть сейчас после Зака будет еще две собаки. Ну, смотрит на меня. Наверное, чувствует, что... Или... Ну, есть, вот сейчас другие собаки придут, которые очень такие... Он очень спокоен, работоспособен, в настоящее время сейчас находится полностью как бы настроен на работу. Он понимает, что сейчас Ксения сядет, как только сядет Ксения за свой стул, прошу прощения, Зак начнет обращать внимание на меня, чтобы я взял банку, колбасу и так далее. Сейчас он отдыхает. О, ну, слушай. Это все рефлекс. Зак, поехали? Давай, контрольная. Нюхай. Хорошо, молодец. 10 справа. 10 справа. Нюхай. Зак. Нюхай. Исследуемый. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Нюхай. Зак. Вот начинает торопиться. Понимаешь, что это последняя проводка? Собака умеет считать. Нюхай. Колон. Хорошо, молодец. Чего себе. Ну вот, по большому счету, данная собака-детектор, то есть справилась. Она не дала никаких ложных сигналов на других объектах сравнительного ряда. Четко отметила исследуемый объект 2 раза. Получила за это поощрение. И на эталонной пробе, на контрольной пробе также дала сигнал. Других ложных сигналов у него нет. 100%. Ну, то есть, да, я сейчас... мы же знаем заведомо, что это ваша перчатка, что кровь, да. То есть я абсолютно уверен, что он нашел именно вас. Никаких... Если бы у него были бы какие-то... запах бы привлекал вашей перчатки, да, допустим, какой-то запах привлекал изначально, то во время тестирования он бы подавал
определенный сигнал, принюхивался бы, или даже если не сигналил бы вот так вот, да, посадку, либо останавливался, зависал бы, либо принюхивался. То есть, когда первый был проход, да, то есть моя перчатка и все вот эти уже были в этом ряду в сравнительно. Да, естественно, мы обнюхали вот, то есть мы обращаем внимание, чтобы у собак не было помех именно на исследуемом объекте и на крови проверяемого лица. Ясно. У нас были такие случаи, значит, к нам попался молоток с одного места происшествия. И вот все собаки прямо во время тестирования прямо втыкались туда. Ну, то есть не отходили. Шли, и только на молотке вот на этом давали сигнал. В таких случаях экспертиза ответить на вопрос не предоставляется возможно. То есть невозможно, присутствуют помехи. В таких случаях что делать? Меняются ряды. Полностью меняются ряды, чтобы уравнять вот этот вот запаховый фон на данных запаховых пробах. Меняются ряды, приводятся другие собаки. Если вот есть четкий сигнал на исследуемом объекте во время тестирования собаки, то данная экспертиза, данное исследование данного объекта на запаховые следы не представляется возможным. Ну, сейчас Зак уже отработал, получается. Да, сейчас придет другая собака. Так, сейчас Зак показал стопроцентное попадание, да, то есть очень хорошо отработал, и сейчас я могу, попробую, да, сделать то, что сейчас делал Михаил, побывать в роли эксперта и Да? Проводника. Да, Проводника. да. Вот, и сейчас посмотрим, как будет реагировать на меня Зак, и тем более еще учитывая то, что мой запах, соответственно, находится там. Вот тоже интересный Такой момент. небольшой эксперимент. скажем. Да. Итак, для начала нужно ознакомиться с собакой вашей. Так, я сажусь, да? Да, присаживайтесь, не бойся. Привет. Привет. Так, Ну, нужно что тактильно, да. после моего запаха давали колбасу. Ничего страшного. Такой думает, что это такое? Все, начинай гладить. Привет. Все нормально. Ну ты какой хороший. Возьми колбаску. Одну, да? Да, и дай ему. Ну, молодец. Все, начинай контактировать с ним. Я сейчас. Хороший. Какое у него там любимое движение? А вот круп. Так нормально? Круп, когда ему круп. Вот так? Это у основания хвоста, да. О, Вот, прямо. да. Ой, ничего себе. Нравится, да? С ногами перебирает. Ты хороший. Че, поработаем? Так, сейчас, значит, мы попробуем. Руслан попробует найти самого себя, получается. Самого себя. Такой интерес, буду ли я такой помехой, да, то есть во время проводки. Ну да, но я думаю, что с первого раза вряд ли. А право-лево это что такое? Это брать руку в правую либо в левую сторону собаки. Если в левую, то по часовой стрелке, То а если есть- в правую, то против часовой, Да. Ага. О, ты какой шерстистый, а? Но он живет на улице. А? На улице живет. Да. А перед исследованием мы его, Зашел погреться, да? да, греем. Все, ладно. Так. Еще покормить или? Не надо. Хватит. Все, возьми баночку. Так. Итак, начинаем эксперимент. Кровь, да, вот Да, написано. то, что- скоро проверяем лица. И говоришь, Одну берешь руку, колбасу в одну руку. ага. колбаску. Скажи, Готов? нюхай. Нюхай. Он сам понимает, да, когда хватит? Хватит, убирай. Все. Хвали. Молодец, хорошо, молодец. Всё. Ага, говори. Молодец. 3 раза надо? Все, не надо. А, хватит? Он уже- Слева. 8 слева. Пойдем, поработаем. Так, 8 где у нас? А, колбаску беру. Правую. Возьми несколько. Несколько? Да, там минимум 2 сигнала должно быть. А, 4 возьму. 8 Восемь, слева. дальше. Так. Нюхай, нюхай. Нюхай. Исследуемый. Покажите. Кормлю же. Молодец, мама. Это он. Корми. Красавчик. Держи. На. Все, уходите. Все. Все, пойдем. Все, хватит нюхать там. Я.
Так, у меня 2 осталось. Еще покормить? Ничего страшного. Да, держи, молодец. Ой, ты Так, какой. ну, чтобы собаку, скажем, не сбивать с толку, прекратим эксперимент, перевернешь. Значит, что случилось? Ну, вы, уважаемые зрители, сами, наверное, уже увидели, что Зак изначально не понял, что нужно делать. А он ошибся сейчас? Нет, нормально все было, но сама проводка. То есть у вас ошибка была. Во-первых, вы взяли очень длинный поводок, да. То есть, чтобы его контролировать, нужно взять покороче, да. Вот взяли покороче, и когда подходим непосредственно, давайте я вам покажу, непосредственно к объекту, не мешайте нам. Ага. Вот. Вот, то есть собака должна понимать, что мы контролируем ее, да, чтобы не срывалась, не тогда. Это Зак еще, ну, Спокойный. опытный. Нюхай. И вот начинаем испугать. И идем за собакой, следим за его поведением. Хорошо, молодец. Здесь вы поторопились, и он дальше пошел. Сорвался, то есть. Понятно? Он может, возможно, он реально найдет и сорвется. И это мы засчитаем как за ложный сигнал. То есть собака должна конкретно дать сигнал. Хорошо. Нюхай. Хорошо. И здесь вот. Я там тоже должен был покормить? Да, естественно. Я почему-то... Это был первый раз, когда она находит. Мы первый раз не кормим. Первая проходка. А потом на каждую проходку я ее кормлю. Да. То есть, смотрите, если бы вы изначально шли бы с ней, с этой собакой, да, она бы дала сигнал на исследуемом объекте, вот такой вот, и пошла бы дальше, то это можно было бы засчитать как заложный сигнал. То есть она должна устойчиво сесть и дать понять, что она нашла. Понял. Ну, здесь, смотрите, какая ситуация получилась, что собака уже кормилась на исследуемом объекте, и вам было чуть-чуть проще. Давайте мы проведем другую собаку. Мы сейчас досконально проверим, что да как. Потом сделаем так, чтобы вы проведете собаку уже сам, отдельно. Вообще? Полностью, от начала до конца. Да. Будет намного сложнее. Ясно. Хорошо. Испытано на себе. Так, следующий, да, у нас? Это собака-детектор Эля. Эля? Шерстная такса. Привет, Эля. Единственная собака-детектор, которой мы таскаем ее на руках. Потому что вот замерзает очень сильно. Котю, пойдем быстрее. Тепло. Да, то же самое. Вот. Вот она любит, когда я... Ах ты. Это совсем другой характер, да? Ну Подвижный. да, она может на чужих лаять может. Ну, потом привыкает. Но все равно добродушная. У нее вот так. Вот. Элиза из приморской стаи, ее полное имя. Это, если зрителям интересно, почему они так называются, да, вот Зак Угун II, да, Элиза из приморской стаи, Лакшерипел, Сармат. Как мне объяснили, это подпись заводчиков. То есть у них в документах конкретно написано, что Элиза из приморской стаи. Значит, вот подпись приморской стаи – это подпись заводчика. Лакшерипел, Сармат тоже. Его основное имя Сармат, а Лакшерипел – это подпись. То есть как фамилия, грубо говоря. Да, это в документиках. Эта собака, она быстрее всех научилась она. Да? В течение месяца она уже поняла, что от нее хотят. Занималась вот Ксения как раз с ней. Также хочу обратить внимание, да, вот, там, где собака дала сигнал, да, на эталоне, либо на исследуемом объекте, на этот номер проверяемые запаховые пробы не ставятся, чтобы не вызывать у собаки привыкание. Вот она идет и, допустим, вот покормили ее на 4 номере, и еще раз туда же поставим на 4 номер, у нее может возникнуть привыкание к этому 4 номеру. То есть поэтому эталон все время в разных местах. Эталон, исследуемый объект,
все время в разных местах. Ну, вообще запаховые пробы меняются полностью. То есть, чтобы собака не привыкала к определенному. Собака может запомнить после этого запах. Мне нужно сесть. Возможно быть такое. Вообще, мир запахов – это же уникальный мир. То есть до сих пор науке точно неизвестный мир. Поэтому в этом плане намного сложнее. И наше все ориентирование именно на поведение собак. Поэтому к нам на работу поступают биологи, которые изучали физиологию животных, нервную систему. Я по образованию, например, ветеринарный врач, Ксения у нас биолог, Катя у нас тоже ветеринарный врач, и у нас есть Геннадий, он сейчас в отпуске, у него зооинженер. Он анатомию, физиологию тоже изучал. Вот эти вот профессии пригодны для проведения вот запахов следов. Нюхай. Хорошо, молодец. То есть сейчас ложных сигналов нет. То есть можно сейчас применить к поиску, посмотрим. Если во время поиска будут ложные сигналы, то, несмотря на то, что она найдет перчатку, да, найдет ваш запах, то результаты этой собаки будут пересматриваться. Потому что, понимаете, мы проводим экспертизу, от которого могут зависеть судьбы людей. И мы не можем из-за поведения собаки там, ставить определенный вердикт. Если собака на этапе тестирования, на этапе исследования проявляет какой-то интерес к каким-то запаховым пробам, да, и если это дело не в запаховой пробе, да, то есть мы меняем, мы сейчас вот поставили еще раз, на второй раз пронюхала, то есть никакой реакции нет. А если будет сейчас во время исследования, опять же, проявлять интерес к другим запахам пробам, то результаты работы этой собаки не будут учитываться. Вот и все. То есть, ну, это в соответствии с методикой. Если собака дает ложный сигнал, она не готова к работе. И в течение исследования, например, если из 3 собак одна, например, ну, не работоспособна, то берется еще 4-я собака, да? Совершенно верно. До 3 подтверждений, да? Да. То есть, даже если бывает такое, что на этапе тестирования никаких сигналов нет, все, начинаем проверять проверяемое лицо, у собаки меняет искомый запах, начинаем искать, и она начинает ложные сигналы на другие запаховые пробы. Да? Такой результат тоже не учитывается. Даже несмотря на то, что она этап тестирования, этап проверки прошла нормально. Потому что у ней могут возникнуть определенное возбуждение или определенный интерес, когда сменился искомая запаховая проба. Понимаете, да? Поэтому в таких случаях тоже не учитывается. Вот поэтому у нас поголовье должно быть чем больше, тем лучше. То есть это же живой организм. То есть как она поведет вот прямо вот сейчас, непонятно. То есть, смотрите, несмотря на возбуждение, ложных сигналов на других запаховых пробах не было, кроме перчатки и ваш. То есть здесь можно сделать вывод, что собака, несмотря на свое возбуждение, ну, то есть начинает, ну, ложных сигналов нету, то есть можно определить, что ну, начинает включаться в работу. Элли, привет. Узнаешь? Осторожничает, видишь? Ты меня искала. Привет. Какой у нее? Что? Этот комбо. Мне здесь вот так вот. Можно так вот. Так. Ну, видишь, уши прижимает. Не доверяет, да? Ну да. Хорошо. Что-то ты мне не доверяешь, я смотрю. Совсем сидишь спокойно. Поехали. Так, нюхаем, да? Да. Вот эту, да? Да. Так, ну давай. Колбаску я взял. Нюхай. Нет, нюхай. Правильно, да? Хватит. Да. Молодец. Один раз. 9, собака слева. 9 слева. Так. Колбасу возьми. Ой, колбасу забыл. 2, да? На 2 кормки. Да, 2 раза понюхай. Так, правильно держу? 9 слева. Так, готово?
Преследуемый. Ой, ты молодец. На. Ай, Одну. больно. Роланд. Красотка, молодец. Все. Пойдем обратно. Нормально. Хорошо, молодец. Следующий участник экспертизы – это Дратхар Винберг, названный в честь советского ученого-криминалиста Абрама Ильича Винберга, который в 1971 году разработал первую криминалистическую классификацию запаховых следов. Как мы уже поняли, у каждой собаки свои поведенческие привычки и темперамент. Винберг, например, очень активный, поэтому прежде чем приступить к работе, с ним 1,5 часа гуляют на улице. Только после этого он настраивается на рабочий лад. Руслан сейчас сразу будет в роли проводника от начала и до конца. Сейчас попробуем посмотреть, что из этого выйдет. С первыми 2 собаками после меня он справился, скажем, даже на отлично. Да? Ага. Сейчас попробуем сходу примерить на себе роль эксперта-проводника. Так как он бородатый, вот он попил воду, надо его вытереть обязательно. Это его полотенце. Да. Вот так. Все вот так вот. А то на все банки. Поэтому он не любит, зараза. Когда вытирает. Ну, не дает. Или бывает так, все вытерешь, все готов. Как только берешь банку, и он опять начинает. Да, бывает и такое. Ну, зато у него очень тонкий нюх. Мгм. Он справляется с такими достаточно сложными задачами. Ну, ты считай, охотничья порода. Ну да, это охотничья порода. Подружейная собака. И поэтому он такой шустрый. М? И поэтому такой шустрый. Мгм. Такса же тоже охотничья собака. Она норная же. Поэтому Мгм. ее так селекционировали, чтобы она по норам спокойно ходила. Мгм. Винберг, хороший, Пусть хороший. залезет, подлезет, все там. Все как надо. Давай, хочешь на меня залезть? Я тебе, может, колбаску дам? Хочешь колбаску? Пусть сядет тогда Сядь. обязательно. Сидеть. Вот. Сидеть. Сидеть. Молодец. Ну ты более спокойно, чем такса. Берешь колбасу. Все, хороший. А у него где точки? А он полностью. Полностью. Его нужно, наоборот, успокаивать. Поэтому я чаще его за уши, Посиди, за голову, да. Спокойно. Ну, то есть ты понимаешь, что тут каждой собаке свой подход. Мгм. То есть нету определенных правил. Если ты найдешь свой подход, отлично. Мгм. Иди сюда. Если не найдешь, можно воспользоваться другими. Колбасу я взял. На, нюхай. Нет, нюхай. Нюхай. Хорошо. Молодец. Ты смотри, вот он сейчас сам оторвал нос. Ты должен нужно контролировать, не он. А, Весь этот процесс. есть колбаса. Понюхаем еще? Давай, понюхаем. Нюхай. Убирай. Давай. Хвалить надо. Хорошо, молодец. Сейчас еще Пока третий раз. отлично все. Еще Третий раз раз. еще понюхаем. Еще колбасы много тут. Сосиски. На, нюхай. Хорошо, понюхай. Все. Отдай сюда. Отпускай. Отдай банку. На. Молодец. Собака справа. Собаку в правую руку. Так, правая Поводок рука. покороче. Колбаску возьми. Ой, колбаску все время забываю. Одну, да? 2? Ну, 2, да. Кормит. Теперь справа. Тихо. Так, готов? Пошли. Нет, не готов. пронюхал. Еще круг сделай. Покороче поводок. Давай, Поехали. идем. 4. Пошли. Отпускай. Отпускай. Роланд. Ой, ты молодец. Пока не дай. Корми. Кормлю? Да. Хорошо, молодец. Что, пойдем дальше? Все уходим на все? место. Все, на место. Совершенно по-другому, да? Уже по-другому идет, да? Ты очень сильно держишь за поводок. Ну только он сильный, я думал. Чуть-чуть отпускай. И поэтому он приостанавливается на каждой пробе.
А он должен пронюхать, да, он ощутить, просто нюхать, ходом может идти? И только на эталоне, на нужном запаховом пробе он должен конкретно остановиться. Вот сейчас непонятно, он принюхивался, либо ты его держал, либо это были сигналы. Вот непонятно. По поведению собаки непонятно. Нравится, да, так? Он удивительно спокоен. У тебя, по-моему, вообще дар работать с собакой. Вот честное слово. Я маленький был, собаки у нас были. Ой, нюхай. Давай. Хорошо. Дыши, не слышу, что ты дышишь. Вот. Хватит, да? Да. Как видите, с Дратхаром было сложнее. После моих попыток Михаил провел его через сравнительный ряд, и собака отработала на отлично. Затем мы познакомились с обучающейся собакой породы Бигль по кличке Сказка Сибири Зея. Можно сказать, что она практически выпускница. Ввиду ее молодости и темперамента мне ее не доверили, но Михаил провел с ней тренировку. Ну что, друзья, сейчас у нас закончили мы нашей Зей, да? Зей, на, держи тебя, молодец. Молодец. Ну, думаю, ты еще в процессе обучения, да, то есть обучишься после праздников. Собака. Да, молодая. И хотелось бы поблагодарить Михаила. Михаил, большое спасибо. Да, не за что. За такой незабываемый опыт и очень интересная информация, друзья, Да, вы видели. мы вот смоделировали ситуацию, то, что объект исследования у нас был перчатка, а проверяемое лицо у нас был ведущий передачи. И, ну, 3 собаки нашли, это считается как бы положительным результатом экспертизы. Мгм. То есть мы как бы видели всю систему, как это работает, и в целом то, что этот очень эффективный метод. Я вообще вот как бы в интернете так смотрел, то есть это такой метод, когда нету других вообще следов, Ну, то есть естественно. ДНК и так далее, то есть вот этот запах. Или в тех или иных случаях при назначении комплексных экспертиз, то есть что-то подтверждает, что-то там. Мгм. Ну, вот, то есть, ну, как утверждающая да, экспертиза. достаточно эффективный этот. Ну, мне понравилось, что Михаил оценил, как Кстати, да. неплохо вроде Да, у получилось. Руслана есть способность работать с животными. Прям Вот. я впервые вижу, что сходу вот так вот найти общий язык с собаками. О, здорово. Хорошо. Так Ну, что- Михаил, еще раз огромное спасибо. Да не за что. Друзья, ну и, конечно, мы желаем вам успехов, всего самого наилучшего. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч в эфире. Пока. Испытано на себе.